Всем большой привет. 7 июня на календаре. Тепло, но солнца сегодня не было целый день. Брызгал дождичек. Ну, в принципе, нормально. Как такового дождя не было. Едем на проверку продольников. Время уже 6 часов вечера. Утренней проверки у нас сегодня не было, так как сегодня у меня был рабочий день. С утра пораньше. В общем, отработал, приехал. И сейчас поедем на вечернюю проверку продольников. Что полезного сделали сегодня за целый день? Развесили ведро рыбы на сушку для дальнейшего копчения. И вот самое главное дело, сделали это, разобрали старую баню. Ромка с друзьями целый день копошились, прямо начали с крыши. Отстань, кто он. Начали с крыши и потихоньку разобрали полностью баню, распилили на дрова, где сухие бревна оставили на столбики для забора. Ну тут осталось немножко, это уже потом на досуге как-то потихоньку все разберется. Мне досталось только вот вкопать столбик и 2 пролета заколотить горбылем, чтобы скотина не заходила. Вот такое вот большое дело сегодня сделано. Так, забыли ведро. Рыба вся, конечно же, наверное, посрывалась, но я так думаю, что мое, то осталось. Пойдем поменяем, вернее, наживим наши пустые крючки и будем переставлять, потому что вода сегодня просто падает сумасшедшими темпами. Вчера лодку оставлял, сегодня утром она уже была полностью на суше. И не удивлюсь, что сейчас с обеда, ну не обеда, а сколько, часа, наверное, 3 я приехал. Сейчас 6 часов, за 3 часа, наверное, опять она уже упала. Вода быстро падает. Так быстро тоже не очень хорошо. Если так быстро будет падать, рыбалка на продольнике у нас быстро закончится. Ладно, посмотрим. Ну вот, что я вам и говорил. Прошло 3 часа, лодка у меня опять уже на суше. А с утра, вернее, с вчерашнего вечера, вон, смотрите, вон сколько, если так вот рассудить. Вчера еще было здесь вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, метров 20, наверное, в длину, а по высоте где-то, наверное, около метра опять упала. Просто бешеными темпами падает вода. Вон, 3 часа назад приехал, лодка уже на суше. Ну вот, тут сейчас скоро появится уже бровка, и можно будет, ну, в общем, уже там глубже будет, круче берег, и можно будет уже ставить закидушки, фидер. Вчера здесь, сегодня утром, вернее, здесь вот плескались ези, уже, видать, мальков гоняли возле берега. Ладно, не будем терять время, погнали. Поехали на проверочку.
Водопад, водопад. Уже берег торчит. Обалдеть. Это прошел день. За сутки столько воды упало. Опачки, опачки, опачки. Чуть-чуть. Так. Надо приготовить ведерочко. А вдруг что-нибудь да еще и попало. Пошел дождь. Дождик. Я иду по лужам. А я не взял с собой плаща. Так что будем промокать, наверное, сегодня. Ну, ничего страшного. Вода упала. Насколько сильно упала вода. Так, ну что, осталось что-нибудь? Нет? Что-то еще и есть. Кто-то еще и остался. Кто там такой смелый? Да еще не один. Да еще их двое, походу. Так. Вижу. Раз. Один. Есть язёк. Есть язёчек. Дождался. Молодец. Так, и что там еще у нас? Да ладно. Сижок. Вот это да. Ладно. Малосолочка. Вот так вот. Две рыбки еще. Так, кидали мы. Сейчас специально замерим уровень воды. Вон. А было где-то до сюда. Вон, грубо говоря, больше 1,5 метра за сутки вода упала. Сейчас выпустим веревку, чтобы лодка ровно была. Потому что будем сейчас закидывать на ту сторону. На глубину. Все бутылки будем выносить на середину. И придется подъезжать нам с этой стороны. Ладно. Попробуем. Ну а здесь что-нибудь осталось? Нет? Так, леска в стороне. Леска в стороне, это значит, что-то есть. Есть, пока есть. Вон, вижу, что-то идет. Хорюзок, что ли? Подъязок. Второй. Третий. 3 подъязка. Ну, молодцы. Молодцы. Что еще могу сказать? Консервный размер. Консервы. Будем делать мы консервы. 2. Третий куда ушел? Вот он, третий. Ну, отлично. Пока все хорошо. Я думал, будет хуже. За такое время сутки прошли. Обычно уже все посходит, посрывается. А тут еще и дождались, получается. Как мы видим, берег уже появился.
Вот сейчас можно на донки, на фидер, даже на простую удочку вот здесь вот рыбачить. Я так думаю, этого язя, и не только, и окуня, и я так думаю даже... Опа, это что у нас тут? Это у нас что-то тут... Это что-то у нас тут дергает. Кто-то у нас тут хулиганит. Далековато еще. Закрутили вокруг основной веревки. Где-то там не вижу. За мотор зашел. Ни хрена не вижу. Ах ты, блин. Опа. Сачок запрыгнул. Из сачка выпрыгнул. Вон, видишь, какой здоровенный лапоть. Вот этот уже близко к килограмму. Сей год такого мы еще не ловили. Он попал за верхнюю губу и капитально задержался. Всю губу вот поранил уже. Давно бился, видать. Вот это лапоть уже. Вот это уже точно не подъязок. Так. Даже груз не успели поднять. Вот он как тут накрутил, навертел. Но, видать, был мой старый ржавый крючок, которому уже лет 15, наверное, 20. Ничего, губу пробил, зато обратно не выскочил. Так что ржавые крючки вот такие вот тоже ловят рыбу, получается. Нормально. Лишь бы дождя, до сильного дождя успеть проверить все, и нормально будет. Опа. Это что за такое? Это что за порнография? Кто-то похулиганил. Кто-то похулиганил и ушел. Да нет, еще не ушел. Вот он. Вот он, хулиган. Бляха. Ну где-то там. Ну ты хитер. Ну ты хитер, бобер, блин. За лодку сел, главное. И как будто его там нету, блин, затихарился. Намотал весь продольник. Но не сошел, потому что вот так вот качественно попал. Так, что у нас тут? Все запутано. Будем распутывать, да? Так. Будем распутывать. Опачки. Что-то дернуло или показалось. Веревка как бы дернулась. Налима мы в этом году поймаем, нет? В этом сезоне. Так. Что-то под лодкой. Что-то под лодкой. Вот так вот. Что-то вот там вот. Что-то вот там вот у нас. А, вот оно что. Вот оно, какая коряга. Блин, я уж подумал грешным делом
Налим, блях. Опачки. Опачки, опачки. Вон даже по кустам видно, больше метра вода упала. Вот где зеленые, это было над водой. Все, что голые, это открылось сегодня за день. Ух ты, опять тоже намотало все что-то. Что-то все намотано. Намотано и пусто. Ну, неудивительно за такое время. Рыба была, рыба запутала все, и рыба ушла. Ну ладно, утром вы мне попадетесь. Ну, ёшкин кот. Это что такое? Ух ты! Вон какой кабан. Окунь попадал. О, под килограмм, наверное. Ну, грамм 800, наверное. Красавец какой, заглотил и подох. Кулама. Ну, кулама так кулама. Пойдешь, собаки. О, сколько червей вон в желудке. Где-то нахапал червей, полный желудок где-то. Еще одного червяка я решил съесть. Заглотил до желудка и умер. Не дождался. Ничего. Собака у нас тоже рыбу любит. От такого бы зимой на зимнюю удочку. Зимой у нас окуня поймать очень сложно. Где там зимой они очень хорошо прячутся. Только если по весне где-то на болотах, на озерах. О, красавец. И все. И все. И на том спасибо. Опять запутала, все засыпала. Куда-то, куда-то, куда-то унесло. Что-то даже еще и осталось. Что-то даже еще и дергает. Подъязок. Но шпингалет. Шпингалет. Вот такой вот шпингалетик.
консервный язёк. Консервы пока не делаем, потому что нет совершенно времени. Сейчас немножко, я так думаю, на этой неделе будет поспокойнее. И в один из дождливых дней, скорее всего, замутим закладочку одну консервов. А то и две, если получится. Пару ведер мы уже засолили. Одно ведро у нас уже вялится на копчение. Еще ведра 3-4 поймать на засолку для копчения. И потом смело можно будет уже остальное на переработку ловить, если вода позволит. Если она будет падать такими темпами, как упала сегодня, то долго точно не порыбачим. Максимум неделя. Все. И будет летняя вода. Очень много воды сегодня упало. Очень много. Просто больше метра за день. Так тоже не очень хорошо. Налима тоже в этом сезоне не поймали. Ну, если честно сказать, мы толками не ловили. Че мы? Пару дней в конце мая половили, и только вот второй день практически сейчас. Толком-то не рыбачили на продольнике. Все некогда, все некогда. Все не хватает времени ни на что. Ну вот и подъезжаем к последнему крайнему продольнику. Посмотрим, что здесь осталось. Давай налима. Налимчика хочу. Соскучился по налиму, уже соскучился. Странно, вода падает, а что-то мусором все закидало. Видать, то, что долго не проверяли. Так, раз. Леска где-то. Весь продольник. Хрен пойми в чем. Не знаю. Посмотрим еще завтра. Если завтра также будет пусто утром, будем переставлять. Что-то начало было обнадеживающим. Первый продольник, второй сработали отлично, а потом все хуже. И пусто. И здесь пусто, никого. Ну ладно. Как говорится, и на том спасибо. Наш улов сегодня составляет вот такой вот. Сколько тут у нас? Штук 7, наверное. Язей 8, сижок и кабан окунище. Улов мог быть лучше, если бы проверили утром. Но сегодня был рабочий день, утром не проверяли. Да и бог с ним. Главное, все проверили, все насадили. Ну а завтра утром будет уже надежда. Стало прохладнее. Набегают тучи. По прогнозу дождик небольшой. Деревня становится все тише и тише. Отчетливо слышно голоса. Если честно, сегодня очень устал. Поспали мало. Целый день в дороге. Сейчас домой, в баньку и отдохнем. Ну а завтра встретимся здесь, на этом же месте. И скажем доброе утро. Ну, на проверке продольников. Это будет завтра. Увидимся.